Доброе утро всем, кто нас смотрит. На календаре четверг, 18 августа. Начните это утро с нами, и весь день у вас пройдет удачно. Экстремальный туризм, день географа, северные профессии, катавасия и киноафиша – такие темы вас сегодня ждут в нашем эфире. Если что-то из этого списка вам непонятно, обязательно смотрите нас дальше. Итак, поехали. Вначале, как всегда, расскажем о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 6-10 градусов тепла. В заречной группе 8-13. В южных в это утро в Нерюнгре плюс 4 и в Алдане плюс 8. В Вилюйской группе от 8 до 12 тепла, в Нижнеленских 12-13, в западных 10-12. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 9, плюс 12, в Янских от 9 до 11. На северо-западе от 6 до 11 градусов со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 10 градусов выше 0. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер юго-западный с порывами от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывы 8-13 метров. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 17 градусов. С утра перво-наперво узнали сводки погоды. Теперь давайте заглянем в календарь. Чем же примечателен день 18 августа? На календаре 18 августа в этот день отмечают День пограничника в Казахстане, День географа, День топора, День смеющихся ангелов, День интуитивной прозорливости и День общего языка. По народному календарю в эту дату чтут память мученика Евсигния Антиохийского. На Руси в этот день люди совершали обряды, чтобы задобрить землю, а девушки устраивали сбор житной матки. Благоприятной приметой считалось найти злак с 12 колосками. В этот день по погоде определяли, каким будет декабрь. События в этот день. В 1682 году на престол царства русского вступил Петр I. А в 1782 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник Петру I – «Медный всадник». В этот день было учреждено Русское географическое общество. В солнечном спектре был обнаружен новый элемент – гелий. В 1877 году был открыт спутник Марса – Фобос. В этот день русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение». Советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхности Луны. В этот день родились Брук Тейлор, английский математик, Антонио Сальери, итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог, Лидия Литвяк, советский летчик-истребитель, герой Советского Союза, Ливио Либреску, румынский, и израильский и американский математик, профессор. Владимир Мигуля родился в 1945 году, советский композитор, пианист, вокалист. Именины в этот день отмечают Ян, Симон, Максимилиан, Иван, Ефим, Нона, Мария, Кристина, Евдокия, Дарья. Сегодня День географа. Мы поздравляем всех причастных к этому празднику, и не только географов, но и ученых, учителей и всех тех, кто любит путешествовать, открывать новые страны, неизведанные края. Этот день, хотя и отмечается официально не так давно, имеет давнюю историю. В этот день, в 1845 году, было основано Русское географическое общество. Сегодня экспедиционные отряды РГО работают в самых разных точках планеты. Сегодня гость нашей студии – заслуженный путешественник России, по профессии врач-травматолог, заслуженный врач Республики Саха-Якутия Георгий Цепандин. Георгий Ионович, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, мы вас поздравляем с таким замечательным праздником. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что в первую очередь вы, конечно же, врач-травматолог, но при этом еще и заслуженный путешественник России. Вот как так вышло? Вот расскажите про это увлечение, вот свое хобби. Да, это мое основное хобби. Я туризмом занимаюсь уже со студенческих лет. Больше 40 лет назад я увлекся этим видом спорта. И с тех пор ежегодно, зимой и летом мы ходим в походы. Ваша основная профессия, она как-то помогает как раз-таки вашему увлечению? Ну, как помогает? Ну, конечно, врач-травматолог везде он нужен. Так что не без этого.
Мы знаем, что совсем недавно вы как раз-таки вернулись из очередной экспедиции, которая была посвящена образованию якутской автономии. Расскажите, где вы побывали, в каких поставленных целей достигли? Да, основная экспедицию мы посвятили столетию СССР. И основной целью, конечно, было найти горы, которых можно было бы назвать именами основателей республики. Вот мы нашли две горы. Первую гору мы назвали именем Максима Кировича Аммосова, и вторую гору мы назвали именем Платона Алексеевича Аюрского. А какая высота у них? Они высокие? Это очень довольно высокие горы, больше 2800 метров каждая. А вообще у нас в Якутии много безымянных гор? Да, Якутия как раз отличается от других регионов наличием еще белых пятен. Да. Поэтому очень много групп старается приехать. А вот как раз-таки эта экспедиция, она по какому району нашей республики была? Наша экспедиция проходила в основном по Аймаконскому улусу, по горам, по хребту Сунторхаэта. Это очень большой хребет, протяженностью около 1000 километров. И еще много белых пятен на этом хребте. А вот за свою 40-летнюю историю путешественника много ли гор вы покорили? Повидали? Мы никогда не говорим «покорили», да? Мы это слово не применяем. Горы сами покоряют нас своей красотой, своей мощью, своей особой силой. Вот что самое сложное в таких как раз-таки экспедициях? Во-первых, это отдаленные регионы. Не всегда есть, во-первых, связь с внешним миром в виде мобильной связи. Опять-таки, вот сейчас, как мы можем видеть, вот такие пороги, причем они не самые такие простые. То есть любитель действительно здесь не пройдет. Вот что самое важное как раз-таки? Подготовка, может, сложности какие вот? Подготовка – это в первую очередь. Нужно очень хорошо подготовиться. Мы изучаем район, знаем район и предварительно все изучаем. И сами готовимся физически, технически. Основной наш полигон – это тут возле Якутской сон Чочур-Муран. А потом уже в Усниру едем. Там есть любимая гора Афродита. И на ее склонах мы уже как бы экзаменуем своих друзей. А вот расскажите как раз-таки о своих друзьях. Вот вы по профессии врач-травматолог. Да. А ваши друзья, они также любители или они профессиональные путешественники? Если говорить о нашей нынешней группе, то есть и инженер, ведущий инженер, значит, Якутэнерго, потом Сургутнефтегаз, ведущий инженер. Есть ведущий инженер Саймикона, в своей области тоже горный техник, горный инженер. Потом есть много с компьютерной. В общем, есть свои организации, ведущие специалисты по своей, значит, специальности. Так, потом инженер-электронщик, есть много, разные специальности. Действительно очень разные. А вот вообще наша республика, она как регион для экстремального туризма. Насколько она привлекательна для туристов и какие нам предстоят районы открыть как раз-таки? Да, Якутия в нашей сфере вот этот экстремального спортивного туризма считается золотой. Почему? Потому что именно группы, которые ходят по нашим горам, завоевывают именно золотые медали. Потому что регион такой протяженный, горы высокие, много таких белых пятен, как говорил, да? Что много первопрохождений можно сделать и по перевалам, и по горам, на которых еще никто не бывал.
Вот расскажите, на ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы экстремальные виды туризма, они еще больше развивались в нашей республике? Надо, чтобы побольше вот таких клубов открывалось, во-первых. И основной проблемой для развития это, конечно, транспорт. Вот транспорт очень дорогой, поэтому не приезжает, перестали переезжать некоторые группы, потому что транспорт очень дорогой. Вылететь в Мому, там еще куда-то перелететь, это очень дорого. Вы как-то общаетесь, поддерживаете связь с коллегами из других регионов? Да, других конечно, стран? конечно. Постоянно мы ездим и в другие регионы, Алтай, Кавказ, Памир, Гималай. И постоянно общаемся с друзьями оттуда. Где еще хотите побывать и какие планы в дальнейшем строите? У нас в Якутии много белых пятен, и планов полно, и на другие регионы тоже хотим. Следующая экспедиция у вас куда, например, запланирована? Есть одна гора, массив, целый массив в Ушмайском улусе, в затерянном углу Ушмайского улуса. И мы хотим добить этот нашу... Несколько раз мы туда ходили. Нынче весной мы все-таки достигли этого массива, но мы хотим еще зайти на гору. Что касается вашей основной профессии, такая профессия может пригодиться в вашем увлечении. А вот ваше увлечение может ли пригодиться в вашей профессии? Да, конечно. Мои коллеги по работе, они, если не занимаются туризмом, но они занимаются спортом, они охотники. И вот это общение с природой нам дает много не только физической энергии, но и духовной энергии. Это помогает нам на работе. И как раз сейчас у вас есть потрясающая возможность поздравить своих коллег, своих друзей, единомышленников с этим замечательным праздником, Днем географа. Да, я поздравляю своих друзей, своих коллег Единомышленников. в нашем региональном отделении Русского географического общества. Актив поздравляю всех географов, всех путешественников. Поздравляю с этим замечательным праздником. Спасибо вам большое. Мы также присоединяемся к вашим поздравлениям и двигаемся далее. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. В Якутске презентовали видеокурсы по тушению лесных пожаров. Они предназначены для добровольцев проекта и группы «Не дай огня». В видеоролике представлена техника тушения пожаров, оказания первой помощи и многое другое. Сами курсы состоят из 8 уроков, которые разделены на 3 блока. Любой желающий может пройти их и получить ценные знания, которые могут пригодиться и в обычной жизни. Размещен наш видеокурс на 3 платформах. Это спасатель ekt.ru, Скиллометр и на официальном сайте Смарт-библиотека. По итогам прохождения этого курса каждый курсант получает лицензированный сертификат добровольного лесного пожарного. Отличие нашего курса заключается в том, что он переведен на якутский язык. Около 1500 гектаров обработали от сибирского шелкопряда в Бегино-Кангаласском районе. Мероприятия против вредителей провели на пашне Эбе-Чарана в Тарагайском наследии в местностях Улахан-Сейлык, Сырдах, Балыктах, Ириенех, озеро Угюн и на пашне Кустах Чарана Марукского наслега. Также борьбу с сибирским шелкопрядом организовали в Намском районе. Занятия с врачом-диетологом провели для беременных в столице республики. С 2014 года Центр охраны здоровья семьи и репродукции организует школу мам. В рамках проекта будущие мамы занимаются с психологами, слушают лекции юристов и других специалистов, оказывающим помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. Как отмечают медработники, при работе школы удалось снизить показатели по абортам и отказам от новорожденных. Главное при этом – подготовить беременную к материнству.
Сегодня подопечные центра выслушали лекцию об особенностях питания в период грудного вскармливания, основные тезисы занятия, отказ от вредных пищевых привычек и сбалансированное питание. Употребление фастфуда, очень много рафинированной еды, сладостей, кондитерских изделий. Это, конечно, отражается на здоровье и растущего ребеночка, и малыша. Это могут быть различные аллергические реакции у малыша. Это может проявляться беспокойством, различными кожными проявлениями. Поэтому вот такие вредные продукты мы рекомендуем исключить. Получателями целевого капитала «Дети столетия» стали 5206 детей в Якутии. Наибольшее количество обладателей сертификата, свыше 2000 детей, зарегистрировали в Якутске. Напомню, целевой капитал учредили в республике по указу главы СН Николаева в честь Года матери и столетия ЯССР. Его получают все дети, родившиеся в Якутии с 1 января по 31 декабря этого года. У них должно быть гражданство России и регистрация на территории республики. Родители могут направить средства на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, получение образования ребенком и на оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи. Доброе утро! Скорее просыпайтесь и смотрите нашу утреннюю программу. Давайте создавать настроение вместе. И чтобы вы наверняка улыбнулись с утра, мы хотим познакомить вас со звездой соцсетей, которого зовут Кот Федя, живущий со своей хозяйкой в Ростовской области. Домашний кот с вечно удивленными глазами стал героем уже десятка публикаций в российских и зарубежных СМИ и продолжает набирать популярность в соцсетях. А начало его жизни было не очень веселым. Он родился очень слабеньким, были проблемы с координацией, аллергия. Хозяева его еле-еле откачали. Однако благодаря заботе и любви Федя окреп и, можно сказать, здоров. По мере взросления у него наросли щечки и хохолок на лбу. Глаза близко посажены, и поэтому кот выглядит, как будто бы он всегда удивлен. Внешность кота хозяевам казалась обычной, пока они не отправили его фотографию на конкурс «Самый длинный хвостик». Там-то и обратили внимание на необычного кота и настояли, чтобы хозяева выложили видео с ним в ТикТок. Сейчас у кота Феди несколько десятков тысяч подписчиков. Каждая публикация собирает тысячи восторженных комментариев и лайков. Конечно, такого кота Федю не перепутаешь с другими котами. А вы знали, что, оказывается, отпечаток носа у каждой кошки, как и отпечаток пальца человека, индивидуален? Массу интересных фактов об усатых полосатых алданцы могут узнать, посетив выставку мастерицы Натальи Бугаковой. Наталья – знатная рукодельница. Одежду она шьет всей семье. У нее ни разу не получилось изготовить два одинаковых изделия. Каждая вещь получается неповторимой. А изготовлением кукол мама троих детей занимается для души. Доброжелательные и ласковые, характерные и своенравные. Каждая мурлыка обладает своим характером. На выставке побывала Татьяна Вахнина. Самый настоящий кошкин дом образовался в Алданском историко-краеведческом музее. «Катавасия» – так называется персональная выставка мастерицы Натальи Бугаковой. Землякам Наталья Леонидовна представила как экспонаты личной коллекции, так и усатых полосатых, изготовленных своими руками. Куклами я занимаюсь уже года 4. Это когда я ездила на операцию с ногой и потом сидела длительно на больничном. А это куклами я давно хотела заняться. Но и тут время было. Центральное место на выставке занимают черная красавица и белый молодец. В образах этих кукол Наталья воплотила собственных любимцев. Кот Кузя прожил в семье Бугаковых 14 лет. Сегодня любимица семьи – 16-летняя Тучка. Она сейчас на даче живет, она сейчас мамой стала. Она сейчас вся в заботах. Ну и все, она у меня старушка, ей 16 лет.
Наталья Бугакова работает в Алданской центральной районной больнице. Мама 3 детей, знатная рукодельница. Одежду она шьет всей семье. Творчеству мастерица посвящает свободное время и в своем увлечении постоянно совершенствуется. А я и покупаю мастер-классы, смотрю, и в Новосибирске я была на мастер-классах. Да. Очень увлекательно. Вот сейчас вот лепкой занялась. Наталья работает в разных техниках, а также комбинирует их. Кроме того, мастерица создает шедевры и в творческом тандеме с рукодельницами Алдана. Выставка Натальи Бугаковой вызывает у посетителей музея горячий интерес и живой отклик. За неделю с котиками и кошечками ознакомились около 100 человек. Такая благодатная тема, и, в общем-то, жители города приходят и уходят с хорошим настроением, с улыбкой. Позитивные эмоции приносит наша выставка. В рамках посещения выставки сотрудники музея проводят для юных гостей тематическое занятие, рассказывая массу интересных фактов о необычных и непостижимых, хотя и столь привычных всем домашних питомцах. На ушах у кошек есть такой пучок шерсти, который поглощает ненужные звуки. Есть такое интересное. И кошки попадают тоже в книгу рекордов Гиннесса. Самый толстый кот – это 21 килограмм, самый долгожитель – это 38 лет. Наталья признается, что творит в основном для души, пополняя своими произведениями личную коллекцию. А часть шедевров мастерица дарит друзьям и близким. Татьяна Вахнина, Алдан. На очереди наша постоянная рубрика «Пусть мама придет», в которой мы рассказываем о детях, нуждающихся в родительском заботе и ласке. Знакомьтесь, Майя, Данил, Максим и Семен. Майя у нас очень активная девочка. Нынче перешла в 8 класс. Любит рисовать. Очень хозяйственная девочка. Всем помогает. Я люблю танцевать. Сейчас я хожу в лагерь, танцевальные, современные танцы. И занимаюсь там, учу всякие движения, танцы. Еще я люблю готовить. А что ты умеешь готовить? Готовить я умею много чего. Там разные супы, вторые. Выпечку разную могу готовить. Майя очень любит своих братьев. Маленького зовут Сеня. Так, средний у нас Максимка и старший Данил. Сеня в этом году закончил 1 класс. Мы очень любим рисовать, любим заниматься легой и лепить. А Максимка у нас подвижный, очень любит такие быстрые подвижные игры. И в то же время, когда садится, он тоже очень любит играть в лего. Данил у нас 5 закончил. Он в классе имеет такой вес. Он помощник старосты. Занимается Данил в военном клубе. Сейчас хожу в Молодую Якутию, там разбираем, собираем автоматы, эти магазины, патроны. Собираем, разбираем. Есть свои достижения и у Максима. Это сертификат участника проекта «Безопасное поведение детей в сети интернет». Самый младший из братьев, Семен, любит заниматься творчеством. Я хочу показать вам свои рисунки. Это я делала такого чудика. Дети очень дружные, позитивные и открытые. Они помогают и поддерживают друг друга. И мы надеемся, что найдутся те, кто примет их в свою семью.
Мы тоже надеемся, что эти детки обретут не только теплый дом и любящих родителей, но и дальше будут встречать на пути только хороших людей, которые станут для них наставниками и добрыми советчиками. Действительно, для любого молодого человека, особенно для тех, кто только определяется со своим жизненным и профессиональным выбором, важен совет более мудрого и опытного человека – учителя. В преддверии нового учебного года сегодня с гостем студии, руководителем Центра развития профессиональных компетенций Института развития профессионального образования Анастасией Захаровой, мы поговорим о востребованных профессиональных компетенциях, об успехах наших молодых профессионалов в недавнем чемпионате профмастеров по северным профессиям, завершившемся на днях в Мурманске. Анастасия Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала расскажите нам, что это был за конкурс, кто у нас принимал участие и как выступили наши ребята. Ну, чемпионат по северным профессиям это впервые проходился в таком формате, да. Он проходил с 10 по 14 августа в городе Мурманске. На площадке легкоатлетического манежа это все проходило, да. Всего проводилось по 15 компетенциям чемпионат. Принимало участие 80 конкурсантов из 9 регионов. Оценивали ребят более 100 экспертов с агентства развития навыков и профессий. Республику Саха-Якутия у нас представляла наша сборная команда. Мы участвовали по 6 компетенциям. Это у нас 7 конкурсантов и 6 экспертов-компатриотов. Ну, конечно, мы очень рады, что из 6 компетенций мы по 4 компетенциям завоевали медали. Это у нас 2 золотые медали, 2 серебряные медали. Вот серебряные медали у нас завоевали студент Покровского колледжа, это Мишель Сивцев по компетенции арктический туризм. И Канамбулов Кискиль, он студент Жатайского техникума, он выиграл тоже серебро по компетенции эксплуатации судов и водного транспорта. А золотые медали у нас выиграли студенты арктических колледжей, да, это Центр развития профессиональных кадров Арктика, Степанова Светлана. Она по компетенции народные промыслы коренных народов Арктики. И Волков Дмитрий по компетенции оленеводства, тоже золото. И чем покорили наши ребята как раз-таки жюри? Они покорили больше всего, ну, тут невозможно сказать того, что покорили, да, они показали свои профессиональные навыки, они выполняли конкурсные задания, да, в течение 3 дней они по каждой компетенции они выполняют конкурсные задания по определенным модулям, по каждой компетенции это разное количество модулей, и здесь они выполняют вот прям четкое такое задание, где они вот прям показывают свои навыки, умения, чему они научились. А была ли большая конкуренция? Вообще, сколько регионов принимало участие? 9 регионов участвовало. По каждой компетенции это как минимум 5 конкурсантов было. У всех по-разному было. Где-то 5, где-то 6, где-то 7 конкурсантов. А что касается как раз-таки профессий северных, вот что к ним относится? Ну, к северным профессиям относится больше всего, наверное, это оленевод-механизатор, да, есть еще также к северной компетенции, это хозяйка чума, да, ну, вот недавно как раз Агентство по развитию человеческого капитала, они вот озвучили то, что, ну, как бы самой такой экзотической, востребованной компетенцией является, ну, или профессия даже, хозяйка чума, это домработница, как чумработница. Чумработница. Да, ага. А почему сейчас именно важно поддерживать вот эти профессии и популяризировать их среди подрастающих выпускников, студентов, школьников? Ну, скорее всего, как бы популяризация заключается не только вот в развитии человеческого капитала в арктической зоне, да, но и также все-таки сохранение той самобытной культуры, ну, именно в традиционных промыслах, да, чтобы это все оставалось на века, которые это как бы из поколения в поколение передаются вот эти традиционные промыслы, чтобы они не потеряли себя. Этот конкурс, который проходил в Мурманске, он был первый? Он впервые проходил. Вот насколько он себя проявил и будут ли подобные мероприятия в будущем?
Он проявил себя очень хорошо, потому что здесь ребята, они как бы показали то, что они умеют, то, что это как бы, можно сказать, современные герои с Арктики, да, именно современные герои с севера, которые вот сохраняют именно традиционные промыслы, да, развивают за ними как бы будущее и востребованность именно вот, чтобы сохранить данную тенденцию именно развития традиционных промыслов. Какие северные профессии и компетенции сейчас наиболее актуальные? Какие будут вводиться в учебных заведениях вот с 1 сентября? Ну, актуальные как бы у нас еще в Арктическом колледже народов Севера готовят оленеводов-механизаторов, да, и вот на базе как раз этого колледжа в 2023 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования будут открываться новые мастерские. Это обработчик водных ресурсов и сельскохозяйственные, извиняюсь, ну, как бы сельскохозяйственной работы. Всем известен такой чемпионат, как WorldSkills. Он очень популярен, участие в нем принимать и тем более завоевывать какие-то места. Это очень престижно. Что касается северных районов, участвуют ли они в таком чемпионате и есть ли уже какие-то успехи? Да, ребята с северных районов, они стараются активно участвовать в чемпионатах. Да. У нас ежегодно проводится открытый региональный чемпионат, и там они участвуют в различных компетенциях. Ну и вот как пример могу назвать, да, то, что вот в 10-м открытом юбилейном чемпионате у нас участвовал по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей студент Центра развития рабочих кадров «Арктика», да, перевернутый Никита, он участвовал по этой компетенции 2 раза, и вот в этот раз на 10-м чемпионате он завоевал золотую медаль. Ну, это как подтверждает то, что да. терпение и труд все перетрут. Да. Первый раз попробовал, а второй раз пришел за заслуженной победой. А вот после чемпионата в Мурманске наверняка появились какие-то идеи, может быть, предложения. Поделитесь ими. Идей, конечно, и предложений очень много появилось. Сейчас мы хотим уделить тоже внимание именно развитию северных профессий. Да. Надеемся, что в следующем году мы будем участвовать в этом чемпионате. Он будет ежегодным чемпионатом. Да. То, что не по 6 компетенциям, а более большое количество охватим. И конечно, хочется еще также начать активные такие активности для школьников, чтобы они узнали, что такое северные профессии, да, и как бы, наверное, всех секретов не будем выдавать. А что касается школьников, как раз-таки с какого возраста уже можно их знакомить именно с северными профессиями? С северными профессиями, ну, здесь можно их начать знакомить с 10 лет, как раннюю профориентацию, да, как это показать им, провести какие-то мастер-классы, а уже само участие можно начинать с 14 лет. Как раз-таки мы уже 2-й год проводим в рамках регионального чемпионата региональную компетенции, это как обработчик рыбы, хозяйка чума, оленевод-механизатор, именно в 3 возрастных категориях. И там вот есть у нас категории юниоры, это школьники от 14 до 16 лет. Анастасия Алексеевна, большое спасибо за интересную беседу о том, что пришли и рассказали об успехах наших ребят. Мы желаем вам, конечно же, дальнейших творческих побед и вашим воспитанникам. Ну и будем рады вас видеть в следующий раз в нашей утренней программе. Спасибо большое. О том, как проходит конкурсный набор в единственное среднее специальное учебное заведение Ленского района и какие специальности там наиболее популярны, расскажет моя коллега Анна Кожевникова. 100 бюджетных мест в Ленске и 42 в поселке Пеледуй предлагает Ленский технологический техникум для своих абитуриентов. Сегодня бюджетные места предоставляются по 4 направлениям: машинист технологических насосов и компрессоров, мастер по слесарной работе, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и оператор по нефтепереработке. Сравнительно новый, но уже популярный профиль. В этом году конкурс на эту профессию – 2 человека на место. К сожалению, попадут не все. Ну, у нас есть в других пока еще группах места свободные. Надеемся, ребята поменяют направление, те, которые не попадут, и будут все приняты, начнут учиться. Все наши базовые направления не востребованы в районе.
мы работаем в основном для нефтегазодобывающей отрасли. Также работаем для наших компаний, основные, которые нам дают свет, тепло, да, полностью ЖКХ. Студенты Ленского технологического техникума успешно проходят практику на местных предприятиях, куда зачастую после окончания СУЗа и трудоустраиваются. С предоставлением рабочих мест повезло и обучающимся по внебюджетному направлению дошкольное образование. Эти кадры для себя готовит районная администрация, поэтому оплачивает обучение. Также для девушек есть направление делопроизводитель. Профессия тоже пользуется спросом. Сегодня абитуриенты приносят документы и им назначают время собеседования. Мы закончили первую школу, 9 класс. Поступаем на профессию электромонтер. Рядом пока что еще 17 лет, сейчас в наше время. Тяжело отпускать ребенка, страшно. Поэтому решили учиться на месте. И это тоже один из плюсов единственного местного СУЗа. Места в группах Ленского технологического техникума всегда 100% укомплектованы. А скоро образовательное учреждение переедет в новое здание, где будет еще более комфортно получать востребованные профессии. Анна Кожевникова, Александр Ильчук, Ленск. Мы продолжаем говорить о профессиях. Сегодня мы расскажем о редкой пока для Якутии профессии дендролога. Моя коллега Ирина Григорьева познакомилась со специалистом в такой интересной работе. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы сейчас находимся в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета. Ботанический сад – это одно из самых любимых, популярных мест отдыха для наших горожан. Здесь растут не только привычные для Якутии растения, но и адаптированные растения, которые благодаря специалистам, дендрологам, они растут и выживают в наших северных и непростых, можно сказать, климатических условиях. Мы вас хотим познакомить с интересным человеком, который очень любит свое дело, увлеченно своей профессией, с Ириной Григорьевной Трофимовой. В эту профессию, можно сказать, я пришла еще с самой школы, еще, может быть, даже до. И работаю я здесь с 2014 года. Первое время я работала лаборантом. И дальше, где-то менее чем через полгода, я уже возглавила отдел дендрологии. Поскольку мы говорим о профессии дендролога, о непосредственной работе, я хотела показать именно стриженные растения. То есть наверняка все знают, что растения можно выращивать как солитер, то есть как отдельно стоящее растение, или же можно высаживать некоторые в изгородь. В изгородь должны высаживаться растения, которые хорошо переносят стрижку. Наш пример – это изгородь из карагана древовидной. Отдельно, как солитер, он вырастает до 4-5 метров в высоту в наших условиях. А сажая вот так вот близко друг от друга, примерно 20-30 сантиметров, можно добиться вот такой вот плотненькой изгороди. То есть дендролог занимается тоже ухаживанием, да? Конечно, изучение самого растения. Дальше посев семян. После посева мы получаем сеянцы, и уже, получается, мы обязательно должны знать, как растения будут выглядеть в ландшафте. Но дендролог еще и хирург, да, потому что он и режет то, что заболело, как говорится. А если деревце заболело? Видно, когда растение начинает заболевать, и есть такие признаки, как сморщивание листочков, или же такой жирный блеск. А вот здесь все ли нормально? Здесь вот немножко оно подсохло, но это уже после стрижки. А как вы подкармливаете вот эти вот саженцы? Подкормка растений происходит 2 раза за сезон. Фосфорно-калийные удобрения применяются осенью, поскольку они нерастворимые, а азотные удобрения применяют весной. Вот как вы используете дендрологию, биологию, ботанику в своей жизни? Во-первых, это большое удовольствие. Честно сказать, работать в офисе или же там, не знаю, в другом месте я бы наверняка не смогла, потому что у нас здесь тоже все очень изменчиво. Меняется. Захотела, поработала с людьми. То есть у нас очень большая просветительская деятельность идет. Захотела, ушла в лес, начала изучать растения. Больше начинаешь замечать красоту, что ли. У вас есть любимое растение? Но оно не совсем экзотическое, но оно одно из моих самых любимых растений. Это яблоня. Оно не очень прихотливое, то есть, можно сказать, вообще неприхотливое. И очень хорошо зимует. Плюс шикарное цветение. Вот это деревце, во время цветения листочков не видно, а полностью унизано белыми, такими немножко с перламутром цветочками. Плюс дальше будут ягоды. Это маленькие яблочки размером с ноготь. И это
копия яблока. Вид называется яблоня ягодная. Цветет в июне месяце в течение 10-14 дней. Я вам желаю, чтобы ваша работа приносила радость не только вам, но и всем нашим телезрителям. Здорово, спасибо. Спасибо вам большое. Работа приносит удовлетворение, когда вокруг красиво, даже если трудишься в промышленности. Об учреждениях культуры Мирнинского района, где отдыхают и занимаются в свободное от работы время мирнинцы, в репортаже Кристины Кашириной. Мирнинский район – уникальное место. Здесь в рабочее время человек в каске и спецовке покоряет подземные горизонты, добывая дорогостоящие алмазы, или трудится в лаборатории, анализирует минералы, а после, позабыв о рутине, отдается поэзии и танцу. Ценителей прекрасного в районе достаточно. В Мирном есть редкий для малых городов профессиональный театр и балетная студия, гастролирующая по республике и России. Без музыки тоже никуда. Ей в местной школе искусств обучаются несколько сотен детей. Все знают, что мешает плохому танцору. У музыкантов иначе. Залог успеха и в таланте, и в состоянии инструмента. Рояли, флейты и саксофоны в Мирнинской ДШИ не меняли десятилетиями, пока не помог национальный проект «Культура». 6,5 миллионов рублей из федерального бюджета, и вот школа радуется новым инструментам, нотам и оборудованию. Помогли и музыкальному, и художественному отделению. Стеллажи, демонстрационные системы, стенды демонстрационные. То есть мы как раз-таки расширили возможности для демонстрации работ художников. Также мы приобрели мольберты телескопические, очень хорошие, походные, можно их брать с собой. Кстати, их уже использовали. Летом дети ездили на пленэр. Педагоги уверены, федеральная поддержка – толчок для дальнейшего развития творчества среди детей. На деньги нацпроекта обновили и одну библиотеку. В поселке со светлым названием «Светлый» в 70 километрах от Мирного открыли модельную читальню. Манекенщицы подиума нет, однако красоваться местные жители здесь любят. Вот в День малых коренных народов Севера с подростками за руку и венкийский хоровод танцуют женщины в национальных костюмах. Единственная в Мирнинском районе модельная библиотека объединила поколения. Молодежь сидит за ноутбуками и пользуется виртуальными очками, пенсионеры мастерят украшения. Тем, кто ходит в библиотеку все же за книгой или книгами, тоже угодили. Фонд пополнился более чем на 1000 экземпляров. Формуляр Марины Румянцевой и так от корки до корки исписан. Что ж, придется сотрудникам подшить еще несколько страниц. За раз я могу, 10-15 книг взять, потому что читаю быстро. Она мне раньше библиотека нравилась, а сейчас вообще очень здорово, очень хороший ремонт. На обновление Светлинской читальни нацпроект «Культура» выделил 5 миллионов рублей. Сегодня здесь с уверенностью говорят, в библиотеку ходит каждый 6-й житель. Новых читателей стало очень много, а на летнее время очень много приезжих детишек. С Мирного, там даже с Москвы. Проект «Культура» намерен расширить возможности россиян не только из крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Кажется, Мирнинский район задачу оправдал, а другие регионы пойдут по стопам алмазодобытчиков. Кристина Каширина, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Проект «Ленская рыба» будет поддержан инвестиционным комитетом республики. Об этом стало известно по итогам совещания комитета с главой и предпринимателями республики. Так, на повестке заседания участники обсудили вопросы по включению проекта в федеральную программу по развитию рыбоводного комплекса на территории региона, а также по заключению контракта на поставку рыбной продукции в школы и образовательные учреждения города Якутска. Между тем, «Ленская рыба» на сегодняшний день единственный производитель товарной рыбы в Якутии, в частности форели.
Уникальность в том, что Ленская рыба производит на сегодняшний момент уже товарную рыбу. Это форель. Она выращивается в устройствах замкнутого снабжения на территории города Якутска. На сегодняшний момент проект работает из расчета 6 тонн в год готовой продукции товарной рыбы. А планируемый инвестиционный проект подразумевает производство 250 тонн товарной готовой рыбы. Это 200 тонн форели и 50 тонн осетра. Кроме того, на совещании инвестиционного комитета рассмотрели вопрос создания региональной ТОР на территории долины Эркени. Проект поддержан главой республики и одобрен инвестиционным комитетом. При этом задачи, которые будет выполнять новая ТОР долины Эркени, создание рабочих мест и снижение бедности в регионе, а также предоставление налоговых льгот субъектам предпринимательства в сельскохозяйственной сфере. Территория будет создана уже в следующем году. При этом нам необходимо провести большую работу по созданию нормативно-правовой базы, конкретно закона о региональной территории опережающего развития. Соответственно, поручение глава республики дал в адрес Министерства экономики. Главным решением сегодняшнего совещания было то, что региональную ТОРу быть, и данный механизм в республике будет реализован. Столица республики вовсю готовится к отопительному сезону. Одним из системообразующих предприятий Якутска является теплоэнергия. На подготовку к осеннему-зимнему периоду направлено 88 миллионов рублей. К началу отопительного сезона предприятие должно произвести ремонт котлоагрегатов и насосов. Кроме того, проводится капитальный ремонт 12,5 километров тепловых сетей, более 6 километров сетей холодного водоснабжения и более 12 километров сетей горячего водоснабжения. На данный момент ремонт котлов почти завершен, а готовность труб и сетей составляет в среднем 50%. Также строятся 2 центральных тепловых пункта и новая котельная в районе птицефабрика. Строим 29 объектов по инвестпрограмме. Из них 3 больших объекта, 2 из которых ЦТП, центральные тепловые пункты, это Лермонтова 200 и Чернышевского 60, и 1 котельная птицефабрика. 5 опасных производственных объектов, тепловые сети, это температурный график свыше 115 градусов, 10 частных лиц подключаем и 10 застройщиков. Вот у нас инвестпрограмма увеличивается, объекты прибавляются. И закрываем строящийся объект. У меня на этом вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Кристина. На календаре 18 августа. Сегодня четверг, а это значит, выходит очередной выпуск нашей рубрики «Афиша». Узнаем, какие киноновинки нас ждут в кинотеатрах. Пора планировать предстоящие выходные. Вышка. Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение. Вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение. Видишь? Легкотня! Манчестер Юнайтед – одна из самых культовых команд в мире. Неизвестные документальные видеозаписи и уникальные интервью отправят вас в эпичное и увлекательное путешествие в самое сердце футбола. Ведь история Юнайтед – это не только история спортивного успеха. Это история триумфов и трагедий, отчаяния и надежды, романтики и фантазии. Это история нашего времени, рассказанная легендарными Эриком Кантоной, Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггсом и другими звездами великого клуба. Команде требовался лидер раздевалки, и Кантона идеально подходил на эту роль. Кантона! Я был рожден, чтобы играть за Юнайтед. Мы были дерзкими и верили, что непобедимы. Еще одна кинокартина в жанре документального фильма «История кино. Новое поколение». Фильм о значимых картинах десятилетия, мировых трендах в кино в цифровую эпоху и разнообразных фестивалях мира. Как трансформируется кинематограф в эпоху пандемии и стриминговых платформ? Что ожидает его в будущем? Каким сюрпризом стоит готовиться бесчисленной армии фанатов важнейшего из искусств?
Кино не знает границ, как не знает границ и наша история. Малыши также не останутся без внимания. На этой неделе их ждет целых 2 премьеры. Анимационный фильм «Маугли дикой планеты». После крушения космического корабля Вилли попадает на дикую и неизученную планету. С помощью робота-спасателя Бака он должен продержаться на новой Земле и дождаться спасения. Вилли, Бак и Флэш, инопланетное создание, с которым он подружился, исследуют флору и фауну планеты, а также сталкиваются с опасностями. Девчонка Мария Жозеф воспитывалась в монастыре и всегда считала себя сиротой, но оказалось, что ее отец жив и здоров, и это сам король солнца Людовик XIV. Очутившись во дворце, юная принцесса случайно находит подземное озеро, а там живет одинокая русалка, которую украли придворные чародеи. Они верят, что ее неисчерпаемый источник жизненных сил поможет королю стать бессмертным. 2 девушки, пленница-русалка и его тайная дочь, становятся лучшими друзьями, но перед Марией Жозеф встает непростой выбор – освободить русалку и дать ей возможность вернуться к детям или спасти отца и обрести собственную семью. Пирс Броснан и Кая Скоделарио в фильме «Русалка и дочь короля». Поклонники фильма «Дитя тьмы» снова окажутся в кинозале спустя 13 лет, где их ждет приквел хита «Дитя тьмы. Первая жертва». Лина сбегает из психиатрической клиники и переезжает в Америку, где выдает себя за Эстер, пропавшую дочь богатой семьи. В качестве Эстер она сталкивается с неожиданными препятствиями. Приемная мама намерена бороться за жизнь своей семьи и победить во что бы то ни стало. Знаю, мамуля. Я заметила некоторые нестыковки. Куда вы клоните? Все это похоже на спектакль. Ну, раз мы уже спланировали наши выходные, давайте хотя бы спланируем, как нам сегодня одеваться. Давайте узнаем о погоде в нашей республике. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила плюс 10, плюс 6 градусов. В заречной группе от 8 до 13, в южных плюс 4, в Нерюнгри, в Алдане плюс 8, в Вилюйской от 8 до 12, в Нижнеленских от 12 до 13, в западных 10-12 градусов со знаком плюс. В Колымо-Эдигирской группе Улусов 9-12 градусов тепла, в Янских 9-11, на северо-западе 6-11 тепла. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 10 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер дует юго-западный с порывами от 2 метра в секунду. Сегодня днем синоптики обещают кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный подует со скоростью 3-8 метров в секунду, порывы при грозе 8-13 метров. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 17 градусов. Ну что, друзья, погода действительно идет немножечко ближе к осенним уже таким настроениям, но вы не расстраивайтесь. Самое главное, конечно же, это возьмите тепло своей улыбки и хорошее настроение. Будьте как наши сегодняшние герои, бесстрашными, увлеченными, устремленными и популярными, ну и хотя бы в кругу своих родных и близких. Ведь открытые люди всегда к себе притягивают других. Пусть все у вас сегодня спорится, удается и достигается. Ну а завтра мы снова будем вас удивлять, вдохновлять и даже немножко поучать. Итак, завтра вас ждет встреча с авторами проекта по изучению истории Якутска, причем в необычном формате, как аудиоэкскурсия. По похожей теме будет посвящен сюжет, в котором расскажем об аудиокнигах, среди кого они популярны и как они создаются. В общем, друзья, увидимся завтра на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Начинайте день правильно, начинайте день вместе с программой «Утро Якутии». Задавайте свои вопросы нашим гостям в телеграм-канал «Утро Якутия», а также по номеру телефона 8 914 273 44 88. До новых встреч!